окуучулар, биз Энгелде Конституциянын 16-статьясында жазылган эң негизги статьясында Кыргыз Республикасынын территориясында баары мыйзам жана сот алдында бирдей. Иш жүзүндө ошондой болуп атабы? Андай эмес. Биздин бир талапкер 2 айдын ичинде Конституциянын 2 статьясын, Кылмыш кодексинин 2 статьясын, президенттик шайлоо жөнүндөгү конституциялык мыйзамдын 2 статьясын жана конфликт интересов деген bizde мыйзам бар 3 жылдан бери чыккан 4 статьясын. Болочок президент бул конституциянын кепилдиги болуш керек. Болочок президент бул мыйзамды сактоонун үлгүсү болуш керек. Тескерисинче 2 айдын ичинде бир талапкер Садыр Жапаров мыйзамды бузуу боюнча Кыргызстандын чемпиону болду. Ошол эми сиздердин укуктарды колдоп бере алабы? Ошондой адам менен тышкы дүйнө сүйлөшөбү? Бул жерде эл аралык байкоочунун отургандыгына байланыштуу мен ошол кандай мыйзамдар бузулганын орусча айтып берсем. Уважаемые коллеги, будущий президент должен быть гарантом Конституции и примером для соблюдения законности. К сожалению, другой кандидат Садыр Жапаров за 2 месяца стал чемпионом Кыргызстана по нарушению Конституции, конституционных законов и других законодательных актов. Например, какие? Незаконно исполнял обязанности президента. Когда есть действующий спикер, он не имел права быть исполняющим обязанности президента Кыргызской республики. Так гласит часть 1 статьи 68 Конституции Кыргызской республики. Значит, он нарушил 64 статью Конституции Кыргызской республики. Он не имел права назначать председателя ГКНБ, генерального прокурора, руководителя аппарата, поскольку у исполняющих обязанности урезанные полномочия, он не имел права назначать судей. Это вопиющее нарушение. Он незаконно пользуется резиденцией Кыргызской республики, резиденцией президента, личной охраной, автотранспортом президента за счет бюджета, за счет народа. 4. С момента регистрации кандидатом в президента Жапаров пользуется административным ресурсом, армией чиновников и коррупционеров. Он проживает в госрезиденции, использует служебный автомобиль, имеет госохрану, использует государственные помещения, телефонную связь, то есть злоупотребляет административным ресурсом. Согласно части 1 статьи 21 Конституционного закона Кыргызской республики о выборах от 2 июля 2011 года, который гласит, злоупотребление административным ресурсом – это неправомерное использование человеческих, финансовых, институциональных и иных ресурсов кандидатами, должностными лицами, руководителями государственных и муниципальных организаций, нарушающие равенство, то есть главный принцип Конституции. Всех кандидатов. Кроме него, соучастниками использования административного ресурса стали и управляющие делами президента, руководитель аппарата президента. Но органы прокуратуры, зная о таких нарушениях, практически бездействуют. Согласно подпункта 5, части 2, статьи 46 Конституционного закона о выборах Кыргызской республики и у депутатов Жогорку Кеңеша, Сенат-Президентком немедленно должен отменить регистрацию кандидата, если он злоупотребляет административным ресурсом. 5. Оправдан ли судом Жапаров? Об этом Клара Сарапбековна детально, как юрист, объяснила. Я всего лишь хочу добавить, он был выдвинут на пост премьер-министра, когда еще судимость не был снят. И моральные вопросы. Он избирается премьер-министром, когда действующий Воронцов еще не снят. Что за не писал. Это аморально. Теперь он нарушает закон о конфликте интересов. Закон принят 12 декабря 2017 года. Нарушается 4 статьи данного закона. На основании статьи 8 закона о конфликте интересов Жапаров не должен использовать прямо или косвенно свое служебное положение для получения преимущества или иной выгоды. Статья 12. Закон о конфликте интересов запрещает получать подарки, но, как прошла информация о СМИ,
и сам признался, получал дорогие подарки от своих друзей. Третье. Закон 13, закон о конфликте интересов, запрещает принимать пожертвования, но Джапаров их принимает каждый день в качестве кандидата. Он нарушает главный принцип статьи 5 закона Кыргызской Республики о конфликте интересов, который предполагает управление конфликтом интересов на следующих принципах. Первое. Приоритет общественных интересов. Второе. Обеспечение прозрачности контроля. Третье. Персональная ответственность и личный пример. В данном случае Джапаров имеет приоритет личных интересов и нарушает вышеуказанную статью данного закона. Плюс к этому 24 декабря этого года указом ее президента Мамутов, экс-адвоката Джапарова Замира Базарбекова, который известен в Кыргызстане самой скандальной, грязной, коррумпированной репутацией, назначается заведующим отдела реформы законности. Теперь он будет контролировать законность Кыргызской Республики. Вот представьте, его первый адвокат назначен председателем агентства по религии, который ни один день не работал в госслужбе. А другой адвокат будет заведовать в Кыргызстане вопросу законности судебной реформы. И последнее. Все назначенные судьи Садыром Джапаровым нарушение статьи 64 Конституции Кыргызской Республики не должны принимать правосудные решения, потому что они незаконно назначены. Но сегодня она работает, получает заработную плату. Теперь в нормальном, цивилизованном обществе уже сегодня можно возбуждать уголовное дело на Садыра Джапарова согласно статье 321 Уголовного кодекса Кыргызской Республики, как превышение власти. Он незаконно назначил судей, и самое последнее, исполняющий обязанности президента не имеет права подписывать указы о акте помилования. Садыром Джапаровым без решения комиссии по помилованию оправдано помилование 230 осужденных. Мы их имена не знаем, по каким статьям они были осуждены. Это вопиющее нарушение. И в заключение, мы живем в правовом государстве. Избранный президент Кыргызской Республики, он должен быть гарантом Конституции. Он должен быть образцом соблюдения законности. К великому сожалению, за 2 месяца он стал чемпионом Кыргызстана по нарушению Конституции, конституционных законов и других законодательных актов. А вопрос всем избирателям, теперь имеет ли он моральное право представлять наш свободолюбивый кыргызский независимый народ на международной арене? Конечно же.